Походную колонну! Утро кадетов-горцев начинается с традиционного построения на плацу. Но сегодня занятия начнутся чуть позже обычного. День особенный. В гости приехали настоящие герои. Я с большим удовольствием к вам приехал. А сейчас по плану начальника корпуса вы рассядетесь. Мы пройдем, посмотрим материальную базу и с вами поговорим. Генерал-полковник, герой Советского Союза и руководитель Союза десантников России Валерий Востротин уже посещал кадетский корпус 20 лет назад, а потому ему особенно интересно наблюдать здесь положительные изменения. Бойцы останавливаются у стенда с фотографиями ингушей героев России, которым высокое звание присвоено посмертно. Хотя их истории гостям рассказывать не нужно. Своих товарищей по звездам они знают на зубок. Учебный корпус, казармы, клуб и даже меню в столовой гостям интересно все. Ведь они тоже когда-то были кадетами. А потому экскурс по учебному заведению, как путешествие в прошлое, возвращает гостей на 40 лет назад. На встречу с кадетами герои возвращаются в отличном расположении духа. Честно говоря, я вот завидую, если вы, как есть такой вопрос, а если бы начал жизнь сначала, я бы обязательно поступил в Горский кадетский корпус. В насыщенной трехдневной программе акции «Вахта Героев Отечества» запланировано более десятка встреч с молодежью. Студенты, школьники, но только здесь военнослужащие раскрываются по-настоящему. Ведь в зале именно те ребята, которые уже идут по их стопам. Сегодня даже строгий генерал-майор Беляев смотрит на красные погоны с особым трепетом. У героя России блестящая военная карьера, а старт ей дало Суворовское военное училище. Служить России можно на разных поприщах. Не обязательно носить погоны. Можно строить корабли, космические ракеты. Можно создавать оружие. То есть служить Родине можно в разных направлениях. Главное – любить нашу Родину и быть ее патриотом. Абтибалаев в этом году оканчивает кадетский корпус. С вуза молодой человек уже определился. Собирается поступать в военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге. Перед экзаменом и большим конкурсом, признается Апти, одолевало небольшое волнение, которое развеялось после встречи с героем Беляевым. Он рассказал о многом, как поступал, через что он прошел, и он является для нас, для всех нас является примером. Гости подчеркивают, ношение погонов накладывает на кадетов определенные обязанности. Дисциплина, выправка, успехи в учебе и, конечно, долг патриота. Очень интересная встреча с генералом-полковником. У нас тоже есть в Республике Ингушетия герои, например, как Асканов Сулумбек, первый герой России, Аушев Руслан Султанович и, конечно, Евкуров Юнусбек Бамадгиреевич. И для нас очень большая честь встретиться с такими людьми. Военная стезя, пожалуй, самая тяжелая и ответственная. Но те, кто выбрал этот путь, остаются ему преданы и уже не представляют свою жизнь без уставов и погонов. Цель встречи своим примером вдохновить ребят, можно говорить с уверенностью, выполнена на все 100. На вопрос, кто готов посвятить жизнь служению Родине, в зале лез рук. Ни на что бы не променял службу в воздушно-десантных войсках. Поэтому мое вам первое пожелание, чтобы вы в своей будущей жизни выбрали ту профессию, которой всю жизнь бы гордились, которая всю жизнь бы доставляла вам радость, удовольствие. Подводя итоги встречи, Валерий Востротин заверил, что готов всячески помогать Горскому кадетскому корпусу. И, возможно, в скором времени у ГКК будет новый статус. Вплоть до перевода кадетского корпуса в лоно Министерства обороны. У Министерства обороны сейчас есть такие возможности, но для этого надо решение министра обороны. Он с уважением относится к генералу Евкурову, поэтому, я думаю, проблем не будет. Возможно, именно эта встреча станет новым витком развития и без того знаменитого кадетского корпуса. Зарема Евлоева, Рахман Цуров, Новости 24.